Топрук и ряд других западноевропейских источников упоминают именно Берке как одного из полководцев монголов, которые воевали в Венгрии, потом осаждали крепости в Далмации, пытаясь захватить короля Белу II, короля Венгрии, с тем, чтобы окончательно прервалась королевская династия в Венгрии, и монголы могли закрепить свою власть. Но это, к сожалению, не удалось, прежде всего потому, что в это время как раз умирает великий хан Угадей, и всех чингизидов звали на Курултай, где должен был быть выбран новый правитель. Новый правитель был выбран, это был Гуюк, сын Угадея, который был, прямо скажем, ненавистником джучидов и особенно Бату, и, конечно, в определенной степени ненавидел он и Берке. В русских лекциях есть один факт, что ливонские рыцари собрались в поход на Псков и Новгород и собрали значительную армию, а у новгородцев уже там было недостаточно сил для отпора. И они обратились к хану, что пора выручать, что-то такое. И хан посылает посла с небольшой свитой, и узнав об этом, ливонцы отправили, в послов и заключили мир, потому, как это было и до, вот этого конфликта. То есть одного прихода посла и то, что власть здесь татарская, было достаточно для того, чтобы это самое прекратить военные столкновения. И как я уже говорил, именно при Берке, хотя он был мусульманином, была открыта первая православная епархия в Сарае в 1261 году. Хулагу ответил батуидам черной неблагодарностью. В один прекрасный момент он отказался выделять улус и какую-то территорию. В частности, речь шла о Тебризе и северном Азербайджане. И окружил и уничтожил джучидов и их полководцев. И небольшая часть их только прорвалась в Египет, где влилась в число вот этих самых мамлюков. После этого, конечно, война была неизбежной. То есть получилось так, что все усилия, которые потрачены были джучидами на поддержку завоевания этой территории, и они хотели взять вот этот кусок, почему был важен Тебриз, это тоже кусок Великого Шелкового пути, пошли прахом, и осталась только война. И сближало, конечно, Египет и хана Берке то, что они были мусульманами, и всячески султаны Египта провоцировали Берке, говорили, что ты меч ислама, который должен доказать, что сила правоверных у нас по-настоящему, сильна, и что мы должны сокрушить этих самых язычников-варваров. И особенно приглашать много, джучидов не нужно было. И война таки разгорелась. Войска были собраны. Во главе их встал один из узбеков, Берке Нагай. Они выдвинулись за Кавказье и потерпели сокрушительное поражение от Хулагу, который, в данном случае из его наследников, Абага, он вторгся через Куру и ворвался в Северный Кавказ, где разорил несколько городов золотоордынских, даже захватил какой-то лагерь. В это время Берке с основной частью войска двигался и узнал, что здесь, тут такое творится, что чуть ли не на грани поражения. Он двинул войска, встретил Нагая и приказал, дал ему войска, и говорит: делай, что хочешь, но должен победить. Он совершил стремительную атаку, разгромил, в свою очередь, этого Багу,
но говорят, что в этой битве он был ранен и лишился глаза. Ну, очевидно, что это имело для него самый фатальный. Константинополь открыл проливы для прохода торговых судов и вернул взятого в плен в свое время турецкого эмира, который был поселен в Крыму. Ну и после этого турецкие эмираты заключили договор о дружбе и сотрудничестве с Улусом Джучи. И благодаря турецким гастарбайтерам у нас в Поволжье появились очень многие архитектурные памятники, в частности мавзолеи, мечети, в частности мечеть, Джами-мечеть в центре Болгара была, скорее всего, построена именно анатолийскими мастерами. Вот эти самые 4 контрфорсные башни — это весьма характерный элемент для анатолийской турецкой архитектуры. Целый ряд памятников, в частности, есть медресе в Трабзоне, которая построена именно таким же способом. Она укрепляет углы довольно массивного здания, которое имеет еще и мощную крышу, поскольку Трабзон, там тоже очень много снегопадов, и кровля должна быть очень крепкой. А если не сделать ее, то стены расползаются. Вот эти контрфорсные башни, и в Елабви, кстати, точно такая же конструкция мечети, значит, скорее всего, построенная вот этими мастерами анатолийскими.